Эми негизинен бунун баарын талкуулап атканда сунуштарды ошол комиссияга депутаттар да биз да киргенбиз. Акыркы отурумдарда мен катышпай калсам керек, Кубанычбек мырза. Бирок көпчүлүгүн колдойм. Менде бир жетекчиликке бир нече эми суроо эмес, сунуштар да. Ошондо эмелерден, ишкерлерден мындай болуп атат да. Ошо салык кызматы деген ошибкадан двойные списания болуп калат го, тиги автоматический зачет. Ошондо деген салык кызматы ошол жерден деген ачык айкын болушун кантип кепилдеп берет деп суроо беришкен да. Анан мен эми салык кызматы, мы же стремимся к прозрачности. Вот как вы будете защищать этих предпринимателей, да? Деп атышат да. Чтобы двойных списаний не было, ошибок не было. Есть какие-то вот, гарантированные шаги, да? Ну, я прочитаю буквально, да, как налоговая будет обеспечивать прозрачность и защиту плательщиков от ошибок и двойных списаний при автоматическом зачете списаний средств. Можно будет Да, уточниться? Эльвира Жиргалбековна, вы имеете в виду по списанию денежных средств, то есть признанной задолженности, вот то, что мы по налоговым платежным требованиям, да? Потому что у вас, я смотрю, в разы, ну, по многим, да, штрафы мы очень большие вводим, да, вот по ККМ у нас штраф, по фискализации, көбөлө штрафтарды прям аябай көбөйтүп атабыз да. Ошондуктан сиз тараптан да ачык айкын баары болсун деп ошол сунуштар болуп атат да. Эми сурап атышат да. Можно ли? Ал суроого мындай, Эльвира Жиргалбековна, списываются только признанные долги. Признанные. Если субъект не признал, он спорит, он оспаривает, он ни в коем случае не может списать. И логика нельзя списывать. Он же еще спорит. А если уже признано, долг признан, то тогда списывает, то тогда только система работает. А теперь, что такое признанное? Это когда субъект соглашается, другой, когда есть решение суда. Все. Тогда второй вопрос у меня. Электронное уведомление. Вот я читаю, да, жазылат, электронные уведомления будут направляться без согласия этого, да, ну, предпринимателя, да, налогоплательщика. А где вы гарантируете, что он точно будет об этом знать, да, если без его согласия это будет? Вот вопрос такой, постоянно спорим. Вот вот некоторые, это не все. Те, которые хотят жить по-новому, по-современному, ну, как бы, да, цивильно, они против нас. Каждый налогоплательщик должен смотреть свою почту, он бухгалтерия свар. А те, которые вот хотят просто, докажи, что я это видел, ну, вот здесь вот дилемма. Вот как, либо стоять на месте, пока не найдем, не поймаем, как бы, ну, погоди, не вручим ему, не можем, да. А он же может еще там вопрос, просто не принимать, ну, бумажное уведомление, и говорит, а я не получил, не расписался, все. А адреска почта Мендесен, сейчас многие юрлица, да, знаете, да, он зарегистрирован там, а вообще там бабушка живет, которая не знает его. Ошондой проблемаларды испытывает государство. Поэтому, Безерден, наоборот, мы просим вас, уважаемые депутаты, наоборот, поддержать нас. Здесь у нас никакого злого умысла, только интересы администрирования и культура, новый подход. Каждый должен смотреть, если он то есть незнание не освобождает от ответственности, он просто должен смотреть. Раз он предприниматель, раз он налогоплательщик, раз он называется бизнесом, будь добр, смотри свою почту. А если Беркинде болсо, даже бумажная версия карабак аталарчы. Вот просто айтат, все, я не буду подписывать. Маматович, мындайда мамлекет всегда ишкерлерди урулар деп карайт, даже кээ бир көрүп атпайсызбы, кээ бир чоң кызматта отурган адамдар деп, я бы как бы вот такую полемику не хотела входить, да? Да, и теперь такой негативный, да? Но тогда у меня, вот я уже до этого айтып калдым, да, тогда государство деле ККМди баштан киргизебиз деп, анан артка кайтканда ошол ущерб деле мамлекеттик кызматта иштегендер мойнуна алыш керек да, не только же предприниматель всегда плохой. Биз бул боюнча, сиз көтөрүлгөн маселе боюнча, это шашып кийирбеген жокпуз. Это была дилемма көпкө чейин, что делать. Анын аягы могу решительный шагка бардык. Я думаю, результат должен быть. Бул это оккультурирование, да, мындай, оккультурирование. Анан урматтуу Эльвира Жиргалбековна, карасаңыз, биз акыркы келип аткан сунуштарыбыз только жеңилдик. Ачыктыкка чыгабыз деп. Бул аябай туура. Биз колдоп атабыз. Мен сунуштар боюнча каршылыгым жок. Единственное, ошол мен айтпадым башынан, суранычтар да, сразу чоң штрафтар, жанакы нарушение по ККМ келип атат да, ушул боюнча эми биз азыр баардыгы кымбаттап атат. Кыйын учурлар болуп атат. Бир жагынан
дубина укук көргөндөр болуп атат. Бир жагынан налоговый болбош үчүн, может быть, предупреждение менен первоначально кылып, а потом штрафтарды, и потом бул разъяснительный работа региондорго жете элек. Даже ККМді, помните, баштан киргизип атканда ызчу эмнеге чыкты? Элдер алыскы региондордо даже мындай нормально элдер менен иштебей түшүндүрүү иштери болгондуктан ызчу болгон да. Штрафы резко большие. Вы же видели? Жок, биз азыр ушул бизнес ассоциациялар менен бат-бат жолугабыз. Неделю, по-моему, каждую неделю без төртөө. Ни разу не было, ни разу, чтобы мы говорили, жок болбойт. Всегда, где возможно, мы всегда идем на уступки, где только возможно. Ну, анча-мунча санкция дагы, вот, если вы были бы на том берегу, вы сказали бы, санкция для воспитания и для повышения ответственности наших граждан должна иметь силу действия. Поэтому санкциялар тоже без ойлойбуз адекватны да, слишком деле жок. Мына азыр почему? Кончбек Мырза, озвучите штрафы, со скольки до скольки вы увеличили, чтобы из ваших уст это было? Не совсем уж такие страшные. Только по таксис боюнча. ККМ боюнча. ККМ боюнча предупреждение бар. Сначала озвучите штрафы. Чтобы это вы сказали, да? Кандай алып атасыңар? Жок, разъяснение. Нарушение по ККМ кандай болот? Предупреждение, а потом сколько будет? Там увеличение же идут. Нарушение по ККМ сначала мы разъясняем, потом предупреждаем, ну еще что-то, потом эскертебиз, баштан сылайбыз. Штраф канча болот? Штраф, штрафты, вот, например, Эльвира Жагалбековна, штраф, вот где налоговая ответственность, знаете, где вот развивается культура налогоплательщиков, порядок, где санкции большие? Ошол Европа. Ну, допустим, везде, где есть нормальные, адекватные санкции, там есть налогоплательщик тоже өзүнүн маданияттуу алып жүрөт и жоопкерчилигин сезет. А где нету санкций, они расчет делают это, ну, санкция жок экен, можно кайта-кайта повторять. Из-за этих только соображений. Вы же всю жизнь были либералом, да, вы же понимаете, о чем я говорю. Я и сейчас либерал, я всегда иду навстречу. Это тоже нехорошо. Нет. Надо чуть-чуть это... А когда мы можем переборщить, вот под либералом переборщить вообще, ну давайте освободим тогда всех. Потому что имандай болбойт-то. Что здесь такого? И тем более Эльвира Жагалбековна, только под акцизмен. Акциз это сигареты, алкоголь, нефть, где самое много опасность. Алмабек Насырканович, мы с вами не спорим. Здесь все мы поддержим и в 3 чтениях. Вопрос другой. Когда вы выйдете на улицы с этим законопроектом, там, когда возникнут вопросы, чтобы не было поздно, мы сейчас, парламент для чего нужен? Парламент на местах всегда предупреждает. Вы же понимаете, о чем я говорю. Просто просьба, да? Резкое увеличение было, он тиги бөрк ал десе, биздики баш эмес тиги жанчып салатышпайбы. Ал жагынан жалкып калганбыз. Дайым мына суразыңар, совещание өткөндө. Айтып атпайсызбы? Совещание өткөндө я самый либерал айтам, давайте алалы штрафты, давайте азайталы. И ошентип отуруп, талашып, тартышып отуруп, биз бул компромисстеги варианттар алып келип атабыз. А так первоначальные предложения, знаете, какие были? Так что бул баягы сиз айткандай да, аябай мындай жоопкерчилик менен келип атабыз. Бүт барын колдоп атабыз. Только бизнес өнүксө экен, ушулар бутуна туруп кетсе экен деп. Хорошо, ишиңиздерге ийгилик. Колдойбуз.